Когда-то давно, когда мне было 12 лет, я любил играть в свою любимую игру Майнкрафт. Мне всегда было интересно изучать этот огромный и бесконечный мир, строить разные механизмы или постройки. Детство было незабываемым, много чего меня связывает с этой игрой. Сейчас мне уже почти 21 год. Я студент, занимаюсь учебой и в игры особо не играю. Бывает, конечно, зайду в шутеры, но не более. Где-то в июле прошлого года я ездил к своей бабушке, чтобы помочь ей в огороде. Ну и заодно посмотреть, какие мои старые вещи остались у нее. И вот, разбирая всякий хлам, я нашел его. Мой старый компьютер. Родители подарили мне его на день рождения, и он был довольно мощным на те времена. Именно на нем я впервые смог поиграть в Майнкрафт. Тогда самой актуальной версией Майнкрафта была бета 1.8.1. Именно перед релизом я бросил игру. Подключив и запустив свой старый компьютер, я принялся рыться в папках и смотреть, что вообще в нем интересного осталось. Самое интересное, что там было, так это Майнкрафт. Мне стало невероятно любопытно посмотреть на свои старые миры и что вообще в них находилось. Запустив игру, на меня вдруг набросились воспоминания. Ностальгия. Сколько же часов я потратил на Майнкрафт. Когда я открыл список миров, я удивился, ибо был всего один мир, хотя я помню, как их у меня было очень много. Возможно, я их переносил в разные папки, так что не буду особо заострять на этом ваше внимание. Зайдя в мир, я начал осматриваться. Передо мной был какой-то домик, в инвентаре лежали каменные инструменты и еда. С виду обычный мир, в котором кто-то выживал, но, если честно, я не могу вспомнить его. Я помню много миров, даже частично, но этот я вижу впервые. Возможно, я, конечно, забыл, но все равно как-то странно. В домике стояла печка, верстак и пустой сундук. В печке лежало ровно 13 угля. Я побежал осматривать мир, ибо, возможно, осмотрев его, мне удастся хоть что-то вспомнить. Первым делом я побежал в пещеру, которая была недалеко от дома. Мне хотелось добыть железо, чтобы скрафтить себе железные инструменты. Выйдя из пещеры, я побежал в лес, который находился также недалеко от моего дома. Пока я рубил дерево, краем глаза я посмотрел на дом, и, как выяснилось дальше, мне не показалось. За домом, со стороны окна, виднелся какой-то странный силуэт. Издалека не сказать точно, чей именно силуэт, но я смог увидеть что-то похожее на стандартный скин игрока. Херобрин? Подумал я. В те времена это была популярная легенда, но мне в него слабо верилось. Через какое-то время начало темнеть, и я вдруг вспомнил, что ночью появляются монстры. Начал осматриваться, но никого не было. Вспомнив, что я намеренно, я опять бросил взгляд на дом. Того силуэта там уже не было. Я сделал небольшой перерыв, чтобы покушать, но не вышел из игры. И остался стоять возле пещеры, которая была в горе, телом повернутой в сторону дома. Прошло 30 минут, и я вернулся к игре. Осмотревшись, я заметил нечто очень странное. Напротив дома стояла какая-то табличка, с горы было прекрасно ее видно. Но перед тем, как уйти, я ее не наблюдал, а уж тем более не ставил. Я не понимал, что происходит в моем мире. Я начал оглядываться, так как думал, что, возможно, где-то был тот самый силуэт, который я видел, когда рубил деревья. Но никого не было. Что означает эта табличка и каким образом она вообще появилась у дома?
Мне стало жутко интересно, так как в тот момент я начал потихоньку вспоминать, что это был за мир. Я решил еще раз все осмотреть.